Ну, да. Я хочу на что да. И вообще сколько зовут консул. Работа кипит. Уже вон какой результат. Так, Бог ирздолышхил. Бьоха башмадиц. Видео ёхтиш. Вот работаем, уже накрывают крышу у нас. Вот здесь вот так вот уже поработали. А. On dit qu'il y a ça, une Он тоже почти заканчивает. Скоро будем аж сам шифер накрывать. Погода отличная. Дело идет. Ой, всем привет. Всем привет. Мама, смотрите, что в гаяке. Что это? Мы там помыли. Молодцы. Пойдемте туда, пойдемте. Вы расскажете людичкам, что вы делаете. Пойдемте. Какое солнышко хорошее, да? Мама, Туда идем. а куда птичка здесь, которую кошка только поцеловала? У нас тут вон бардак какой. Ну ничего, шифер накроем, все во дворе. Мама, Массовый субботник сделаем, почистим. а где птичка, которую кошка только поцеловала? Ну, она, наверное, уже это... Ну, похоронили ее уже. Кто ее похоронили? Вив. Как? А как ее похоронили? Гаяк, сюда идите. Что вы там делаете? Мам, песочки. Вот сюда идите, Софиш. Это все для крыши доски готовят. Девочка, сюда я посадила осенью такие растения. У подружки, у Седы взяла. Помните, у нее на свадьбе была? Вот эти вот. Они очень сильно плетутся. Вот по всему, вот заплетут и крышу даже на этом сарае. Они вот осенью я их посадила, они тогда пойдут весной. Так подвяжем. И прям густо-густо, даже стену не видно бывает. Но я их, мне нравится, я хочу еще в другом месте потом посадить. Они очень красиво смотрятся. Есть такой экран высокий? Какой экран? Высокий есть же? Как змея похожая? Становись там, тебя сфотографирую, становись. Гаячка! Гаяк! Гаяк! Иди я сфоткаю, Гаяк. Маме отправлю фотографию, иди. А та же она плавит. Так, бежит, что ты как собака ходит. Что ты как собака У него же ножки болят, ты же не торопи его. Сюда идите, тут плохо видно. Солнце с лицо светит. Гаяк, сюда иди. Ну, остановись здесь. Вот там, где дерево, остановись. Где солнце? Гаяк, у папы Вон там, вот где тут дерево, остановись тогда. Я фотографировать буду, остановись. С Гаячкой вас вдвоем, а? Айвала ляка кусок, коза? Ок, айвала. Абали отца, сишибер. Хабилыш? Идешь ты там? Идет, смотрите, около дерева.
Надо ж красиво стать. Ну как я? Он, Гэг, вот ты что стоишь? Иди сюда. Становись, Софишка, сфотографирую. Ой, какой горячка, молодец. Гэг, а ты меня-то не обнимаешь? Ты меня чего не обнимаешь? Горяк, сюда смотри, улыбайтесь. Да куда что? Ты что в самом деле? Он бабушки хочет. Не, он играться хочет на улице. Пока я вылезла. Ты следующий пути. Эй, куда полетела машина? Где заехать? А? Могу я нажимать? Угу. Вот она. Вот она, эта соль выходит. И она где-то очищается хорошо. Там нету. Ау! Ага. Люди подсказали ее с чем-то, с уксусом разводить, но это сделаем потом, если не уйдет. Говорят, когда крыша накроется, уже дожди не будут попадать, она не будет уже. А я делаю сама там. А я свою. Ну, по-моему. А мама доплатилась. Артюхыч, да, дядя, что это? Нет, смотри, как я сделала. Рука белая. Ау! Никуда. Стираю. Только в лицо не кидайте, на окно не кидайте, хорошо? Просто играйте и все. Софишка, на окна не кидай, хорошо? Все. Я Маня что, уже уезжает? Нет. Лови аптечку. Мам, Ау! лови аптечку. Ома ля. Так, доброго времени суток. Дубль 2. Не знаю, в какой день это видео выйдет, потому что сегодня у нас выйдет видео с капустой. Завтра выйдет ролик, наверное, с обзором. Будем сегодня делать. А аж послезавтра, наверное, будет то, что я сейчас снимаю. Но ничего, нам материал нужен. Мне тогда спокойно бывает, когда у меня есть на 2-3 дня запас. Это уже как сказать, уже неспокойно, если вчера ролик не вышел, друзья, были небольшие проблемы. Там некогда было мне этим заниматься. Родня приехала и даже ничего не успела снять. Вот. Ну а сегодня Татьяна Богдановна вот для зятя и для его друзей решила сделать пирожочки. Вы их видели уже не раз. Просто мы показываем, как проходит наш день. Вот и все. Мы никого не хотим удивить. Ну, удивила, как Валерий Юрьевич сказал. Это будет 58 размер. Они рады. Я им сказала, говорю, так, вы же смотрите, не расслабляйтесь, вас еще пирожочки ждут. Они, ой, хорошо, киса, да, пирожочки. У нас была сегодня гречка с котлетами и борщ. Вот. И капуста сливочная. Да, капуста так понравилась. Еще ту не доели, говорят, есть еще, но накладывай еще капусты. Ну, в общем, понравилась капуста очень. Вот это ж суточно, уже вчера сделали. Уже Это еще и сутки не прошли. Уже какая вкусная, да. Так, мотор. Камера. Да. У нас воды нету, вот.
небольшая проблемка с вот то, что водички нету. Вот сухарики тоже покушали, да, хорошо? Я полную тарелку наложила. Молодцы. Я люблю, когда люди заходят и кушают. Но В старину, как говорили, когда нанимали рабочих, сначала давали им кушать. ну-ка сюда посмотри. И смотрели, как они кушают. Кто хорошо ел, того брали на работу. Да, фото посмотри сюда. Ну я ж работала, что Ну, вы секунду. не видели. Что? Так, мне на заставку нужно фото твое. Ты можешь посмотреть на меня? С Как улыбочкой. София стадет. Все, давай. Те. Ну что мне остановилось? А? В старину говорили, кто как, типа... Ну, когда нанимали рабочих что-то делать, Мгм. сначала давали им кушать. Смотрели, кто как ест. Вот кто хорошо ел, того и брали на работу. Вот так и мы. Сначала, Не, ну они молодцы, уже столько поработали. Я сейчас туда подняла, снимала. конечно. Вообще, друзья у супруга золотые. Гирей Я Халтян. же им сказала, что когда я должна там на втором этаже чай пить, вот они стараются. Да. Всегда, в любом моменте, всегда они придут на помощь, как никто. Что бы ни делали. Поэтому нам нужно их кормить хорошо, чтобы у них было желание приходить, так как еще и стяжки делать, еще много работы. Сейчас главное на повестке дня крыша. Мгм. А во время обеда зять Таня твой мне говорит, что-то котлетки, салатики, ты давай сухого мяса навари, галушки сделай. Ну, перед ними. Это есть такой момент у чеченцев, да. Я говорю, не знаю, мы мясо сухое не ели лет 5 как минимум. Вот ты можешь себе позволить в рейсе и колбасу, и мясо сушеное. А, вот, я говорю, А я песочки там была. Иди, Ой, иди, проходи. песок мокрый, наверное. Нет. Нет. Этот, он же в рейс покупает себе сушеное. У нас сушеное мясо 600-700 рублей килограмм стоит. Это дорогое удовольствие, но оно, конечно, очень вкусное. Ну и колбаса, что же, не из дешевых. Они там себе в рейсе по дороге варят. У него и печка, и кастрюля есть. Они несколько человек собираются, там варят, все это у них. Я говорю, не знаю насчет мяса, мы лет 5 не бачила. Это вы себе можете позволить сухое мясо. Покупайте завтра, сделаем, какие проблемы. Зять он бы круглосуточно ел галушки. Они говорят, ничего не надо, это мясо уже надоело, у нас же на похоронах. На завтра, не знаю, может быть, или Ну, я вареника водички сделаем, хочу. или пельмени, может быть. Ау. Я еще и водички хочу. Ой, какие аппетитные пирожочки. Да я сейчас, ну-ка открой еще, открой. Да я сейчас понесу рабочим на улицу с компотиком. Банку компота открыли. Они-то уже пообедали, ну, еще горячие пирожки, да, Танюш? Софиш, что ты делаешь? Там ничего нету, ничего, посмотри. Я беру что-то классное. Ничего, посмотри в зеркало, там ничего нету. Что это тогда? Что это? Толстушка. А, Ничего, это просто так зубик бывает, когда ты пирожочком кушала, чуть-чуть зацепилась, ничего страшного. что? Они легло будет печать. Не пойдет, ты что, трусиха? Батон, Это ты трусих. булка, Ой, что это за стрела? это булка. А что это? Софиш, ты когда пирожочек кушала горячий, ну там чуть-чуть, ну пройдет, это ничего страшного. Что это такое? Такая вавочка маленькая, ранка. Это не выкло. Не будет, не будет. Ляг, ты что такая трусиха? Это ты трусиха самая. Маме операцию делали, то мама не паниковала. А почему ты тогда глазки закрыла? Когда? Когда тебе операцию делали? Я не закрыла. А я видела фотки, как вот они. А Гаячка что видел? Что Гаячка видел?
Девочки, ну у нас работа кипит. Новый зубодробительный выпуск подкаста «Деньги пришли». Ведущий я, Саша Поливанов. Мы с мамой лепим вареники. Сейчас это отнесу в морозилку на улицу. А там сзади происходит что-то страшное. Посмотри, там в морозилке фарш. На завтра? На завтра ничего нет. Тесто намесили, вот. Так лепите. Пельменики надо еще сделать. Я вот сейчас ломаешься на этом. Ты, я думаю, даже не подходишь к этому. Нет, почему? Я очень часто говорю, я не знаю, кого я хочу записаться, я не записываюсь. Ты просишь помощи, я не знаю. Нет, ты просто записываешься. А я иногда... Всем приветики. Всем приветики. Не драться, Гая, ты чё? Нельзя так бить. Ты глянь какой, а? Сейчас София ему мажет, потом будет выть. Вот садишься, и ты думаешь, что надо как-то вступление какое-то. Вот да. Ну, такие вот очереди или что-нибудь там. Ну-ка давайте бой. Кто победит? Все, прекратили все это. Нет, я победила. Нет, моя очередь. Девочки, ну тут, конечно, прыгали на кровати, но смотрится все это вот так. Девочки, ну палас, видите, чистый. Порядок. София дождик повесила. Ну, в общем, вот так это смотрится. Шифоньер здесь стоит. Ну, у нас тут потяет, а мы готовимся к обзору. Не думайте, что у нас грязно. Мам, может, сюда диван поставить? Какой? Может, сюда диван поставить? Вот так намного лучше, согласитесь? Нет, это некрасиво. Я хочу как так. А вот здесь... Это коверчик для намаза. Никто пусть не думает, кто-то что-то валяется. Это для молитвы. Мискеш, какие мискеш? Твои? Так вот. Ну, в общем, мне так нравится. Девочки, там у нас в углу-то все товар послажен. Ну, просто некуда мне. Некуда. Так что не думайте, что это бардак. А так все окей. Палас чистенький, выстиранный. Идеальная чистота. А некоторые паниковали, что я вынесла. О, зачем это все это? Я твои. Александр говорит, когда мы занесем это, когда мы справимся. Вот и все. Конечно, пришлось потрудиться. Но. Зато так намного лучше, да, Софиш? Софишка. Здесь. Тигр, где ты там, тигр? Тигр, идешь ты там? По палацу нельзя ходить. Лама сядал куст, а лел мек шмадат. Харкус гушбоем. Вот с тех кок бах мек шдат. Мама, папа, аминь. Ол шмаду. Сложи аккуратно, убери в сторону, туда положи на кровать. Понимаете, идет бойник. Это ты дождик повесила там на кровать? Зачем? У нас же еще не праздник. Уж красиво было. Девочки, мне я еще, знаете, хочу 2 светильника купить, по тумбочке, поставить по краям. А вот он бойник идет уже. Классно. Бойник. Я рада, что палас чистый. Ой, как я Иди рада, сюда. что палас чистый. Ура, что ты там слопаешь? Иди. Гаячка, Хауэл, иди сюда. Не бойся. Мам, почему здесь дырочку? Ваня! Я, правда, не налюбуюсь, мне очень нравится. Как-то свободнее стало вообще. Стало лучше прям. Друзья, ассаламу алейкум. Всем доброго времени суток. Гидика Хилма серия. Я вас всех приветствую у себя на канале.
Как видите, я в строю, конечно. Проблемы еще есть, сил набираюсь к эфиру. Очень много стоит мне настроить себя, чтобы прийти в себя. Ну так, ролик снимаю, я по чуть-чуть присаживаюсь. Еще так долго стоять тоже мне тяжело. Но все-таки намного лучше уже, намного, нежели чем было. Дерес хорошо, Масана, за то, что все интересовались, писали, мои близкие подруги, друзья, родственники, то, что интересовались. Но, девочки, в этот раз пришла посылка мне с Василька. И это все, что я сегодня заказывала, это все я заказываю не для себя, а для своей подруги Эльвиры. Она живет в Астрахани. Вы, может, помните, я когда ездила в больницу, я у нее останавливалась с Афишкой. Просто я в знак благодарности, просто я еще собиралась к ней ехать, но получается так, что в связи с пандемией там, как сказать, во-первых, очень много людей болеют, просто я не стану рисковать, и там мы собирались на концерт пойти, концерт этот перенесли, и много людей очень больных, что самое главное, концерта как бы сейчас не самое главное. Обидно было, что женщина потратила деньги, все такое, но они, по-моему, пошли, сдали эти билеты. Самое главное, что обстановка, очень много людей болеют, очень много людей умирают, поэтому ну куда с детем тащиться, тем более дети стали болеть. Я подумала пока, что я никуда не поеду, девочки. Ну, начнем быстро, мы с обзора покажем, потому что у меня еще видео будет к этому обзору. Ну, для начала вот такая куртка для девочек. Рубашка, куртка. Вот такая вот курточка, она блестящая. Там просто, понимаете, когда я стала заказывать, там, когда заказываешь, там тоже бывает, говорят, ничего уже не надо. То того нет, придется поменять, уже кое-что Висхан менял. По-моему, куртка была другим цветом, но написано, что для девочек. По-моему, я ее розовую заказывала, но для девочки на 4 годика. Там бывает, выберешь, потом они пишут, ой, извините, у нас на 3 года нет, на 4 нет. Но в любом случае, пускай будет на вырост. Я уже не стала, что другое, как раз после операции у меня. Вот такая вот курточка красивая. Это для Эльвириной внученьки. Так, все. Это есть. Дальше идем. Дальше вот такой вот костюмчик для девочки. Тоже вот такой костюм. Вот такая вот маечка красивая. Это вот костюмчик. Такой хорошенький. Здесь написано кулирка называется. Хлопок 100%, да, кулирка. Вот такой вот костюм. Его как и пижамку можно носить, а можно и вот такой вот горошек. Вот такой вот хорошенький костюмчик. Пускай детки носят на радость. Вот, дальше идем. Дальше идем. Комплект для мальчика на 5 лет. Ну, уже если будет маленьким, точно не будет. А что будет большеватое, то, ну, я буду это отправлять. Мне, конечно же, не хотелось это все открывать, но обзор сделать нужно. Вот. Для мальчиков я никогда не заказывала ничего. Хороший вот такой вот костюмчик, посмотрите. Вот такой вот костюмчик. Здесь пальмы. Вот такой вот капюшончик красивый. И вот такие вот как бы длинновастенькие шортики, как бриджи оно идет. Вот. Здесь тоже вот такие полоски, как сеточка. Вот такой комплект для мальчика. С капюшончиком. Посмотрите. Эльвирчики, внуки будут ходить вот таких хорошеньких. Вещи очень хорошие. При стирке совершенно с ними ничего не происходит. Она для меня сделала большое дело. Очень большое дело. Поэтому я этого никогда не забываю. Хороших дел, сделанных мне. Так, бисмиллахир-рахманир-рахим. Так, харгую. Это водолазка для мальчика. Вот такая вот водолазка для мальчика. Тепленькая, прям хорошая, такая, как на резинке. Очень хорошая. Вот для мальчика на 5 лет. Ну, что будет большеватое? Например, у меня Софишке 5 лет, я ей заказываю на 6, и то, я думаю, будет хорошо. Вот. Так, дальше идем. Идем дальше. Вот такой костюмчик для девочки. Я Софишке тоже его заказывала. Вот такой вот шортиками костюмчик.
очень симпатичный. Тут на резиночке. Здесь на спине так все круто. Вот. Это вот вперед. Вот это для девочки. Вот так вот смотрится этот костюмчик. Жалко, что Софии сегодня со мной нет. Она так билась прорекламировать. Ну, я ее... Я ее отшила, говорю. Я сама все сделаю. Или так лучше мне поставить, как стояла. Ну да, так лучше. Так, это тоже есть. Дальше идем. Опять костюм для девочки. Вот такая вот розовая кофточка. Посмотрите, какой хороший материал, красивый. И розовые вот такие вот бриджики. Здесь тоже написано. Как раз для девочек. Ну, вот теплых вещей пока мало. Вот сейчас я сегодня посмотрела, вроде бы теплые вещи стали показываться. В основном такие летние и что весной. Ну, в доме можно таскать в любом случае. У нас же в домах у всех теплый пол. Поэтому такой вот. Софишки тоже я заказывала, только был другой цвет. Вот девочка будет носить. Дальше это идут костюмчики. Вот такая футболка с шортиками. Вот такими. Это тоже для мальчика. Темно-бирюзовый. Вот такой вот костюмчик. Вот такая кофточка. Футболочка, то есть с футболом. И шортики. Тоже. Такой костюм сейчас не пойдешь везде. 700-800 рублей. Я считаю, это большая помощь. Дальше. Вот такой костюм. Это для мальчиков. Да, это теплый костюм. Это мне удалось заказать потеплее. Вот такой красивый он костюмчик. Смотрите, как у Софии глаза. Софишкины глазки. Нужно будет и ей что-то подобное заказать. Вот такой свитерок. И вот такие вот спортивочки. Здесь тоже вот эти вот рожицы, глазки. С ушками, верхушки на макушке. Очень красивый костюм. Пускай они носят это все на здоровье. Эльвирчик, все с любовью, все от души, что могла для твоих внуков. Но это еще не все. Это я, наверное, сейчас, может быть, как-то через Газель отправлю, раз я пока не могу ехать. А когда буду ехать, то тогда еще что-то привезу. Может, тепленького уже побольше. Вот. Дальше. Эльвира для меня это просто что-то. Она меня так приютила, вот, что не каждый из родственников так даже сделает. Просто нет слов. И бегала, сколько с нами колотилась. Пижама для мальчиков. Тоже вот такая пижамка. Вот такая вот она пижамка. Вот такие брючки. Может быть, чуть большеватые. Может быть, на вырост. Оно просто в Васильке, когда заказываешь, бывает того размера. Например, я выбрала такую расцветку. Они говорят, размера нет, то именно есть больше. Я говорю всегда, давайте больше. Оно не пропадет, никуда не денется. Вот здесь, смотрите, еще вот висят такие вот. Очень красивая пижамка для мальчишки. Пускай носит на здоровье. От всей души. От всей моей семьи. Сабеш, беш, дервизендейл. Со семья тебе полностью. Дейл, дё. Обудин, сага, мушукас, романш. От всей души. Так, ну это просто шортики. Там и футболки есть просто по отдельности. Это просто шортики вот такие хорошие. Вот. Дальше. Вот такая вот футболочка красивая. Вот. Ну что, две одинаковые, что ли, положили? Ну, они тоже бывают иногда, может, ошибочка. Две вот такие футболочки. Вот. Дальше, дальше, дальше. Вот такая вот футболочка чисто желтая. Сейчас, секунду, я немножко посижу. Девочки, продолжаем. Дальше вот такая вот футболочка для девочки. Симпатичная. Вот такая вот футболка. Это для мальчика. Зелененькая. Вот такая футболочка. Дальше. Дальше. Это, по-моему, костюмчик для девочки. Да. Вот такая мышка с кошечкой. И шортики такие.
Это для девочки. Давай, надевай. Я уже кроссовки надела уже. Они мокрые, сними, Софиш. Не мог. Еска сними быстро. Нет. Это для девочки. Вот такие вот лосины. Смотрите, красивые, какие фиолетовые. Мам, Рисунок такой вот. мам, Софиша, кому это? давай ты не будешь меня доставать. Быстро одевай. Что Иди сними, иди. И Ладно, вот это вот для мальчиков ладно, так. толстовка. Вот такая для мальчика толстовочка. Сзади вот тоже вот такой рисунок. И впереди, сейчас я это отклею, это прям чуть сюда приклею. Вот такая вот толстовочка. Ма, они мокрые, сними с них эту, пускай снимут оба, они еще не высохли. Вот такая вот толстовочка. Красивая тоже. Так, это для деток, да, у нас идет. Дальше носочки для девочки. Носочки. Девочки, здесь два костюмчика. Вот такие вот с киси. Софийки тоже я заказывала. Это для девочки. Вот это такие розовенькие нежные костюмчики. И такой тоже костюм. Вот. Это для девочки. Дальше. Для Эльвирчика вот такая вот костюм. Это 46 размер я заказала. Девочки, это тройка. Костюм тройка. Вот. Здесь, значит, вот такая вот кофточка идет. Она под низ одевается. Вот такая вот кофточка. Вот. Я себе на больницу тоже что-то подобное брала, когда на операцию ложилась. Потом вот такие вот брючки идут. Вот такие брючки. Они вот такой рисунок на них. Как с бордовым цветом. Вот такой рисунок. Ну, вот кофта, маечка, вот, да, и штанишки вот так вот. Такой цвет, да, вот здесь белая, как бы бордовый рисунок. И с пояском сверху вот такая вот, как кофточка, да, вот одевается. Когда спать ложишься в майке и в штанишках можно лечь. А это вот сверху утром одеть, когда там в ванну сходить, да, накинуть как халатик. Ну, очень удобная вещь. Я на операцию, когда ехала, я себе такой взяла, только другая расцветка. Очень удобная вещь. Стирается, сушится легко, ничего не происходит. Совершенно прям классный такой наборчик. Это для Эльвирчика. И полотенце большое, махровое полотенце, тоже для Эльвирчика. Это я вложилась в ту сумму, что мне отправили. Вот. Нам же указывают сумму, на которую мы можем заказать. Мы могли бы заказать и в Гуго сколько, да, но у нас бывает конкретная сумма, на которую можно нам заказать. Вот такое вот полотенчика и плед. Я себе тоже заказывала такой плед. Он очень шикарный, очень красивый. Мне даже жалко его стелить. Вот. Но Эльвирчику я тоже такой заказала. С розочками, вот такой тигровый. Как бы плед. Очень красивый. Это для моей любимой Эльвирчики. Она моя молодец. Она сколько доброты нам сделала вообще. Очень хорошо помогла. Сколько мы там дней, наверное, дней 5 были. По всем заведениям, по всем мероприятиям, в больницу, девочки в больницу. Я еще не успею проснуться, она уже перед тем, как меня разбудить, нагреет чай, приготовит завтрак. Девочки, киса, вставайте. У нее там окно закрыто, она закрывала, чтобы на ночь. Я не могла понять, день чи нич. И она говорит, кисуль, вставай, уже время, нам нужно ехать. Как бы, да, я приехала к ней, я должна была беспокоиться, да, заводить будильник себе как-то, часы, чтобы встать. Нет, это всем этим занималась она. И уже все, я проснусь, уже завтрак накрыт. То есть для меня очень большое дело. Я никогда такое не забываю. Дай Аллах ей здоровья, ее семье. Ну вот, это все то, что смогла Эльвира для вас сделать. Но это еще не конец, как говорится, еще закажем. Я вот думаю, раз я в скорости не поеду, может, я через этого водителя отправлюсь, с которым я ездила. Ему сумку передам, и он отвезет им. А они там в Астрахани встретят. Ну, вот так вот, девочки, все. Спасибо вам большое за то, что смотрели меня.
Василек, ссылка, все будет в описании. Закреплено в комментариях ссылка на их инстаграм и на электронный адрес. Девочки, вещи все шикарные, хорошие. Мне привозили полотенце, одна подписчица приезжала с Турции, привезла полотенце, оно такое толстое, прям хорошее. Я хочу сказать, эти полотенца ничем не хуже. Ничем. Оно, конечно, поплотнее, но очень хорошие вещи. Заказывать можно, только там разница 3-4 тысячи стоила. Это они недорогие, эти полотенца, там 350-400 в зависимости от размера. Поэтому заказывайте в Васильке, все очень хорошее. Я сама этим всем пользуюсь, мы носим. И с афишки я все с Василька заказываю. И себе, и супругу, Висхану. Вот сегодня вроде бы пришли теплые вещи, посмотрю, попытаюсь заказать что-то. Может, для мужчин уже пришло такое, что можно, ну, теплое я имею в виду. Все, девочки, всем пока. Адикюэл. Нохчин, шудал сидуэл визиндел. Это однозначно всегда вообще шуда царица. Ищацер, шундели схил визиндел. Всем остальным большое спасибо, что меня смотрите. Всех своих подписчиков люблю и уважаю. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии, пишите вопросы, задавайте, которые, может быть, вас интересуют, которые бы вы хотели задать, чтобы я ответила. Ну и, скорее всего, этот ролик выйдет сегодня, да, а завтра выйдет ролик с обзором платья. Мы сейчас тоже снимем обзор платья, водолазки, все такое, безрукавки, что я привезла. Но, скорее всего, этот ролик выйдет завтра, а вот этот сегодня. Все, всем пока. Я вас всех люблю. Адикюэл.